Президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса встретился с должностными лицами Министерства иностранных дел Аргентины и призвал их занять позицию международной коалиции против геноцида уйгуров. Делегация конгресса в составе президента Всемирного уйгурского конгресса Далкуна Исы, председателя исполнительного комитета конгресса, директора уйгурского проекта по правам человека Америка НАТО, пресс-секретаря конгресса и директора женского комитета конгресса Зумрата Эркин успешно завершила свой визит в Бразилию, начавшийся 23 мая. 29 мая делегацию встретили в МИД Аргентины и провели переговоры. В своем выступлении Далкун Иса подчеркнул, что нынешнее положение уйгуров, подвергшихся геноциду, похоже на трагедию, которую пережили евреи во время Второй мировой войны. Иса отметил, что остановить геноцид уйгуров является гуманитарным долгом международного сообщества. Далкун Иса заявил, что надеется на то, что правительство Аргентины выполнит свои международные обязательства и открыто заявит о своей позиции против преследования уйгуров Китаем и примет участие в международной коалиции, сформированной против геноцида в отношении уйгуров. Депутат от Новой демократической партии в канадском парламенте Дженни Кван заявила в понедельник, что канадские спецслужбы подтвердили, что правительство Китая преследует ее за защиту прав человека в Гонконге и уйгурских мусульман в Китае. Кван заявила, что канадская служба безопасности и разведки раскрыла имеющиеся данные о том, что политик стала мишенью Китая после федеральных выборов 2019 года. Мусульмане вышли на улицы после заявления о том, что купол мечети Надзяин XIII века в китайской провинции Юньнань будет разрушен. В заявлении полиции говорится, что по факту инцидента начато расследование, а протестующих призвали сдаться до 6 июня. В заявлении отмечается, что приговоры тем, кто сдастся и признается в своих преступлениях, будут смягчены. Малайзия объявила о задержании китайского корабля, экипаж которого подозревается в разграблении британских захоронений времен Второй мировой войны. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил инцидент, заявив, что это неуважительное отношение к военно-морским могилам. Во время встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в Пекине министр иностранных дел Китая Чай Наган заявил, что Китай будет продолжать придерживаться своей политики открытости и открыт для инвестиций компаний со всего мира. Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе сообщило, что китайский истребитель G-16 совершил агрессивный маневр против американского разведывательного самолета RC-135 в Южно-Китайском море. В заявлении армии США указывается, что американские самолеты RC-135 выполняли безопасные штатные операции в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в соответствии с международным правом. Запуск спутника Северной Кореи утром не удался из-за неисправности в системе ракеты-носителя. В связи с запуском сирены прозвучали в столице Южной Кореи Сеуле и на японском острове Окинава.